этот раз мы в старинном живописном селе Чернутьево, что стоит на правом берегу реки Мизень. Сказочно красивые места, сосновые боры на высоких холмах с заливными лугами, и село как будто спряталось в соснах и елках-великанах. Не село, а чудо чудное. Нет, наверное, дивное. Что не легенда, то диву даешься. По местным преданиям, стоял здесь когда-то главный город Чуди, и жил здесь удивительный народ. Ударские коми называли его Чудью Белоглазой, владеющей магическими знаниями. На предполагаемом месте, где был Чудский город, стоял раньше Илья-Крест, который восстановили в 1993 году. И в Илин день, 2 августа, жители села, и пожилые, и молодые, поднимаются к кресту. Мы сейчас находимся на самом высоком месте у нас в Чернутьево, селе Чернутьево. Это место в современном мире, в современное время называется гора Ильи, потому что здесь поставлен крест в честь Ильи Пророка. Это православная церковь установила в свое время. Но до православной церкви это место называлось Сан-Иб. За Саныбом вот здесь вот эта местность называется Саныб-Эжа, Большой Луг. На этом месте проводились все хороводы, кострища во время празднований всех больших праздников. Это во время солнцестояния, солнцеворотов и равноденствия. Место поклонения Сан-Иб. Здесь было капище у Чуди. Чудь проживала у нас на Карнерысе, вот соседняя гора. Там их были жилища, а здесь было капище Чудское. Возможно, поставлен был крест в давние времена, чтобы избавиться от чудской силы. Его восстановили в 1993 году. Какой-то период его не было. Но этот крест, раньше бабушки говорили, мне рассказывали, что здесь он стоял. Именно как против чудской силы. Хотя была и другая версия, что здесь были хлебные поля, и медведи часто травили этот хлеб, валялись там, и чтобы как-то от них избавиться, якобы поставили этот крест. Ну, конечно же, интереснее все-таки связывать это с чудью, что именно крест как сила против старой веры. Распространена здесь также легенда о богатствах Чуди. Причем в нескольких деревнях указывали одно и то же место, где они могут быть спрятаны. На правом берегу Мизени, в Высоком Бору, примерно в 12 километрах ниже по течению от села Чернутьево. Чуди были довольно богатые, много у них было золота. И когда им пришлось покинуть эти места, они захватили с собой этот ящик, но он оказался непосильно тяжелым. И захоронили его в местечке. Люди называют Чульк, ситабыж. Быж – это хвост, сита – это остатки животных, как бы. И по ночам якобы это место светится. Очень много было желающих найти вот этот клад, но, к сожалению, пока не удалось. Хотя мне, работая вот с архивными материалами, удалось встретиться еще с одной версией, что это золото принадлежало богатырям. По Мизени раньше плавали богатыри, и они были очень богатыми. Золото было у них, и именно им принадлежало вот это золото. Но больше все-таки воспоминаний, и в том числе и письменных, что все-таки это золото принадлежало Чуди. В доказательство того, что Чудь действительно бежала по этим местам, жители часто ссылаются на местные топонимы. В ударских преданиях воспроизводится даже плач Чуди, в котором описываются урожайные земли и крупнозернистый хлеб, растущий на покидаемой родине. Действительно, этот народ бесследно исчез с появлением коми и русских поселенцев, но до сих пор благодаря ему Удара считается мистическим краем. Загадку Чуди с давних времен пытались разгадать археологи, этнографы, краеведы.
Вот он, этот Черноб, откуда название село получило. Почему Черноб? Есть в русском слове, в словаре в старинном можно найти большой энциклопедический словарь, слово чернь. Там описывается местность. Это местность, где произрастает темно-хвойный лес вперемешку с осиной. Оно еще встречается с холмистыми. Вот так описывается, да, что есть холмистая гористая местность. И если мы посмотрим с вами, то здесь действительно произрастает темно-хвойный лес, елки и сосны вперемешку с осиной. Здесь, в этой местности, берез даже не встретишь. Хотя там одна береза есть, я знаю. Но здесь даже вот молодые поросли пошли, они все тоже темно-хвойные. Это таежный лес. Во время христианства здесь находились две часовни Петра и Павла и Михаила Архангела. Зимний и летний период. Эти часовни в 30-е годы разобрали и спустили под сельское хозяйство. Здесь есть место, оттуда выкопали камень. Он был плоский прямоугольный камень. Если подойти туда, к этому месту, и увидеть, как располагался этот камень, то можно понять, что одна сторона строго показывает на север, другая на юг. Этот камень стоял на некой твердой основе. Как раз вот они докопали до этой основы на площадке. Камень весь разбили и спустили тоже под фундаменты в 30-е годы. Но сооружение показывает чуть-чуть отклонение от севера, небольшой угол. И это говорит о том, что это сооружение как раз является древнее нынешних египетских пирамид. Потому что оно чуть-чуть показывает с отклонением. Показывает на Гренландию, а не на Северный полюс. Мы сейчас находимся на месте, которое третий иб в селе Чернутьево. Третий иб, он называется Пунд иб. Что означает пунут, пунапун? Это, оказывается, возвышенность с усеченной вершиной или с плоской вершиной. Если мы присмотримся, оно на самом деле ниже всех ибов, которые мы были, и оно ровное, тоже как раз как будто оно усеченное, плоское такое. Здесь в 17 году построили церковь, приехали осветить место под строительство, зажгли ритуальные свечи, которые необходимы были, но они всегда гасли, тухли. И так, по-моему, раза 3 они делали, как легенда передает. И кто-то из присутствующих сказал, в Чернутьево никогда не будет церкви, и эта церковь не будет служить людям. До этого здесь тоже было культовое место у язычников. Какие уже здесь обряды проводились, тоже неизвестно. Во время совхоза здесь хотели сделать силосную яму, но яму сделать не удалось. То есть они опять же наткнулись на что-то твердое и выкопать яму не смогли. Получилась она, конечно, такая маленькая, и так ее и оставили заброшенной, обратно не закопали. Я хочу добавить, что это не просто возвышенная местность. Любой иб, носящий это иб, это культовое место язычников. Загадочный чудской клад и поныне ищут. Люди не перестают верить, что он существует. У нас здесь самая высокая гора называется Карнурс, городище. И когда-то там жила чуть белоглазая. И жили они, пока у них была своя вера. Они жили очень весело, очень богато, богатства у них много было. Они охотники, сами рыбаки. И очень хорошо жили. Но пришла христианская вера. И начали их изгонять. И тоже я слышала, что по легенде одна половина чуди, весь такой войс остыл у нас, как будто они там утопились, а другая половина в сторону Мелинтьева ушла и с собой золото взяла. Где-то там есть, до сих пор говорят, эти ямы есть, правда это, неправда, но люди много искали там, что действительно туда они золото спрятали. Пока что никто не нашел. Мы даже с мужем ездили туда, говорю, давай мы посмотрим. Мы копали, говорю, вот яма, давай это выкопаем, посмотрим на какая-то. Я говорю, ладно, не хотят чуди нам дать это золото. А вот таинство местного родника мы почти разгадали. Точнее, узнали, почему здесь проживает столько неместных приезжих женщин. А дело все в волшебной воде родника, который местный народ прозвал желобом. По преданию,
здесь жила семья, в этой ложбине. Муж с женой, и дочка у них была Параскевя. Не зря же эту ложбину называют Параще. Ложбина, лог, Парась-лог. Как-то по реке плыли, значит, богатыри и заметили, что почему-то вода начинает как бы становиться все прохладнее и прохладнее. Значит, где-то есть источник. И по ручью они решили подняться и пришли к этому желобу. И встретилась им девушка Параскевя. Девушка с руки напоила этого молодца. На том они расстались, но прошло время, молодец вернулся, они поженились, и, как говорят, отсюда пошла чернутьевский люд пошел. Ни один праздник, ни одно громкое событие здесь без желоба не проходит. Ему песни посвящают, вокруг него хороводы водят, и гордятся местные жители своим целебным родником. А когда приезжие пьют из него, то очень радуются этому событию. Я сюда приехала работать по направлению в совхоз. Вот. И, ну, я слышала, что тут какая-то легенда есть про ручей или там про источник, но я не верила этому. Вот. У меня и планов не было сюда, здесь остаться, тут дорог не было, света не было, я не хотела, ну, мы отработаем и уеду. Ну, а мне руководитель спрашивает: ты на желоб ходила? Я говорю, да, ходила. А воду выпила? Я говорю, да, выпила. Ну и все, останешься здесь. Говорю, да нет, не верила. Но, не знаю, легенда это не легенда, но я уже тут 43 года живу. И сейчас все люди молодые туда ходят. Когда, например, приезжает или девушка молодая, парни ходят туда, водой их спаивают, пока они не знают, что это такая вода святая или там с этой легендой связана. Парни приезжают, девушки их спаивают свои руки тоже. И мы всегда говорим, если вы воду эту отсюда выпьете, вы все равно к нам вернетесь и точно возвращаются. Я тоже как бы не отошла от этого обычая. В 1976 году меня в гости пригласила моя сокурсница Раиса Аврамова. Мы жили с ней в одной комнате. Ну что ж, откуда я знала? Первое, на следующий же день мы пошли к желобу, испила я воды этой, умылась. Как мне сказали, надо обязательно умыться. Потом мы поднялись на эти возвышенности, увидела это раздолье, река, запах земляники, потому что вокруг там земляничные склоны. И, конечно же, все это мне запало в душу. Хотя, по рассказам вот Раи, раньше мне это каким-то очень загадочным краем казалось. Она так рассказывала, что складывалось ощущение, что там вообще с медведями они живут, гуляют вместе по дороге. Такой край далекий. Ну, действительно, в то время еще было сложно добраться, но вот мой приезд оказался таким вещим в моей жизни. Значит, я побывала здесь в августе, а в декабре я вышла замуж за ее брата, чернутьевского парня. И здесь вот проживаю сейчас уже как бы постоянно. Я хочу сказать, что у нас в Чернутьево женщина, почти 70% замужние женщины, все приезжие. Видимо, мужчины наши чернутьевские, хачмырыса мужчины-то, все водили этих женщин. Вот. И вот остались, живут, растят детей. Я тоже испила этой воды. Переезжать, конечно, не планирую, но что-то стало часто заглядываться и задумываться об этом живописном месте. Неужели и правда действует? Ладно, поживем увидим. Издревле в Чернутьево славились мастера покладки печей. Отрадно слышать и видеть, что это умение передавалось и передается по сей день из поколения в поколение. Эта печка была построена в 1924 году. С этого времени мы только небольшие ремонты делали. Я со слов своего супруга знаю, что эту печку дедушка наш строил как? Это песок, глина, это навоз.
сами делали кирпичи, обжигали, потом строили вот печку. Между этими кирпичами мне супруг говорил, что это ложили битое стекло. Может быть, поэтому печка очень теплая, очень много жару дает. И в доме тепло, хорошо. Много функций у нее есть. Палати, где дети могут погреться. Сама печка, там можно погреть поясницу. И есть вот под пол. Здесь можно было ложить разные соленья и варенья. Поэтому видите, какая у нас печка отличная. Мастеровые люди у нас в селе не извелись. Есть молодые люди, которые строят печки. Сейчас кирпичи хорошие, и печки такие красивые получаются. Печь – это было все. Это все. Оно и грело, и кормило, и мыло. Люди ведь мылись в печках этих. Я сама слышала от старожилов, заходили в печку, и там мылись в этой печке. Делали специальные ниши в этих печках. И не только сушили, и, наверное, для вот усиления тяги. Все, что здесь сделано в этих домах, ведь делали сами. Хотя при строительстве школы голландские вот эти большие печи, печника здесь не нашлось. Именно с другого населенного Сольвычево-Готска откуда-то приезжали. Но вот эти традиции печные, по-моему, сохранились. И сейчас есть молодежь, и не только молодежь, даже женщины у нас, которые сами свои печи делают, какие-то свои тайны, секреты вот знают. Печь – это все в доме. Вся жизнь вокруг печки. Печь была и остается необходимым для жизни устройством. Она в интерьере дома и как уважение к истории и почитание традиций, а главное – источник тепла и уюта. Ну и самая вкусная еда, конечно же, из печи. Местный житель Василий Селиванов сегодня главный мастер Чернутьева по кладке печей. Пока его работа пользуется спросом, значит, жизнь в селе продолжается. А нам остается только верить, что богатая традиционная культура в этих старинных селах еще долго не угаснет и будет хранить в себе свою самобытность, чистоту и таинственность. А ведь тайна, она как чудодейственная сила. Ведь самое главное – вглядеться пристально в то, что тебя окружает, потому что удивительные тайны скрываются там, где их меньше всего ждешь.